Главной артерией Сухума является его набережная. Здесь у каждого строения своя история и колорит. Причал у Брехаловки привлекает внимание, однако уже долгие годы закрыт для прогулок, так как находится в ветхом состоянии и признан опасным. Сухумский причал изначально был очень короткий и обслуживал маленькие лодки. Его видно на этих кадрах. Только в более позднее советское время его заменили на более прочный протяженный. Это современный причал, примерно 70-х годов. Каким будет объект после восстановления? Какую архитектурную концепцию следует рассмотреть? Эти и другие вопросы обсудили на заседании градостроительного совета. Специалисты из Краснодарского края во главе с главным архитектором города Краснодар вчера посетили нас, мы с ними ходили и посмотрели пирс. Там два варианта вообще самого пирса у нас было под рукой. Это один вариант Камакаца, который подготовила, и второй вариант там управление горстройпроекта. Вчерашние варианты, они не окончательные, нам надо с вами согласовать, я думаю, донести до общественности, в каком виде хотели бы мы видеть данный пирс. Времени очень мало. Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова проинформировала, что данный пирс внесен в дополнительный список объектов историко-культурного наследия. Просто так вычеркнуть его из этого списка не получится. По словам Светланы Шаменковой, чтобы иметь возможность строить новый пирс или реконструировать его, необходимо провести заседание научно-методического совета. Воссоздавать этот пирс в том историческом облике, в котором он существовал всегда, либо мы можем иметь возможность предложить новый пирс в новом его прочтении, сохранив его функционал. То есть это прогулочная зона с возможностью причаливания катеров или каких-то речных плавсредств небольших, как это раньше и было. Остается последний стадий. То есть мы по аналогии его будем воспроизводить или с модификацией, учитывая то, что, скажем, в наше время город растет, изменения происходят, но в рамках канона, в рамках допустимого, в рамках облика какие-то моменты, если будут предприняты, какие-то штрихи, что все-таки вновь воссоздаваемый был узнаваем. То есть мы говорили, что это вот наша пристань. Мы должны это сказать. Если вот в центре города Сухум ничего не останется, вот в тот раз мы говорили статус портовой город, столичный город, эти эпитеты, она копия наша первой столицы, то не имеет, вы понимаете. Вот, это серьезно. Я считаю, что все, чем мы хвастаемся, у нас может не остаться. Поэтому максимально мы должны обращаться к прототипу и должны учесть по нашему законодательству. На совещании рассмотрели проект, предложенный архитектором Камакаце. По мнению участников, необходимо сохранить единую концепцию архитектуры Сухумской набережной. Пирс, безусловно, является частью этой композиции. В принципе, у нас есть цвет нашей набережной. Да? Это белый, бело-каменный. Да, у нас есть, опять же, какая-то архитектурная одна идея, да, набережной. Есть Сухумский фонарь, да, который по всей набережной, так сказать, распространен. Он очень аутентичен, да, то есть он очень уникален. Может быть, как идея, так сказать, сделать вариант такого более капитального, скажем так, пирса, в таком образе продолжения нашей набережной, да, с Сухумским фонарем. Это просто идея. Функционально этот объект должен работать. Нагрузки другие не должны появиться. То есть та легкая нагрузка, которая нам известна, она может работать. То, что она графично и тонко, прозрачно сохраняет себя, я думаю, этого достаточно для того, чтобы ту массу береговую линию не нарушить. Вот попытка примерять историческую часть и творческую фантазию, это самая уродливая форма, мне кажется, подхода. Направлений может быть два. Классическая линия – история продолжения концепции набережной, либо что-то инновационное, отметила Камакаце. По ее мнению, при этом необходимо понять, как планируется использовать пирс, насколько он будет функциональным с исходной позиции, ведь изначально это был первый въезд в город. Сейчас это не первый и не единственный способ зайти в город. И мне бы, конечно, хотелось расширить функционал пирса и обогатить его. И, собственно, та старая концепция, о которой мы уже говорили, она была как раз про это. Если есть возможность диапазон пирса расширить, я бы расширила.
чтобы это было не просто какая-то пристань условная, а дополнительная точка притяжения для города, для прогулочной части его, для развлекательной его части. Их не так много у нас. В итоге было принято решение о воссоздании пирса в том виде, каким он был, с теми же габаритами, ажурностью и легкостью. На заседании градостроительного совета также был рассмотрен вопрос о нанесении муралов на фасады домов. Художники Фонда поддержки и развития современного искусства «Новые формы», которые будут наносить муралы, продемонстрировали разработанные ими эскизы. Члены совета высказались против этих рисунков, подчеркнув, что при создании эскизов необходимо учитывать понятие абхазского спектра. Сейчас нам оперативно нужно принять решение по двум фасадам. Это Агрба 9 и дом Ингургесовский, значит. На Когоне одна торцевая сторона, а на Агрба 9 4. Поэтому коллеги готовы принять к рассмотрению варианты, которые предложим мы, но какое-то решение надо принять для того, чтобы они приступили к работе, уже как бы они неделю тут находятся, и мы никак не можем никакие решения принять. То, что ими предложено, я так понимаю, нас не устраивает, поэтому давайте оперативно какое-то решение примем мы. На Когоне картина Ливарсы Будба, если она не подходит и по цветовой гамме, давайте другую картину его какую-то выберем. Арда Иналыпа высказала пожелание жителей многоэтажного дома по улице Когоне, 62. Ранее было принято решение о нанесении на фасад этого дома одну из картин абхазского художника Ливарсы Будба. Они сами предлагали его работу, но она горизонтально немножко будет, и, конечно, это как бы по мотиву. Это интерпретация. Да, и они сказали, что какую я как бы... Ну, можно же поиграть со цветами. Другие. По итогам обсуждения было принято решение заменить картину на другую работу Ливарсы Будба, а по улице Агрба 9 эскиз мурала будет представлен в ближайшее время. Шазина Ханагу, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.